своему здоровью, то есть контроль самочувствия, избегание стресса и длительное пребывание на холоде и тепле. Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний погибает 40 миллионов человек. По частоте летальных исходов на первом месте стоят сердечно-сосудистые, на втором онкологические, затем болезни органов дыхания и на четвертом эндокринной системы. Виной всему вредные привычки. Чтобы улучшить статистику, врачи Центра профилактики общественного здоровья проводят беседу с населением. Сегодня вести здоровый образ жизни призывают сотрудников Министерства сельского хозяйства. К неинфекционным заболеваниям что приводит? То есть это психоэмоциональный стресс, это нарушение гигиенических требований режима отдыха и труда, недостаточная физическая активность, это избыток или дефицит в организме пищевых или не пищевых биологических активных веществ, также это материальное неблагополучие и неаргументированное применение лекарств. По словам врачей, одним из наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний является атеросклероз. Он возникает у человека при повышенном артериальном давлении, стрессе, нервно-психическом напряжении и ожирении. А в факторы риска попадают по наследственности, при нездоровом образе жизни, неправильном питании, курении и употреблении алкоголя. Одним из наиболее средств профилактики неинфекционных заболеваний является эта ежегодная диспансеризация, которую мы все должны проходить обязательно, но этого не делаем. Врачи уверены, что многие люди в полной мере не осознают, какой серьезный вред для организма могут нанести вредные привычки. Большинство неинфекционных заболеваний оказывает влияние на них в течение всей жизни, поэтому важно вовремя выявить патологию и принять меры, заблаговременно начать придерживаться здорового образа жизни, способствующих снижению риска развития заболевания. Именно поэтому профилактика должна стать обязательной для всех. Повышение осведомленности о хронических неинфекционных заболеваниях и также факторах риска их развития. Также для сотрудников было проведено анкетирование и был распространен информационный материал в виде буклетов и брошюрок, где они подробно смогли ознакомиться с последствиями неинфекционных хронических заболеваний. Врачи Центра у аграриев также измерили давление, раздали сотрудникам Минсельхоза анкеты, по ним будут оценивать отношение к здоровью у коллектива и составлять статистику. Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.